Фермерам и представителям агробизнеса часто необходимы дополнительные средства для их деятельности. Выдают кредиты, конечно, в любом банке, но лишь один государственный банк направлен на поддержку сельского хозяйства. АИЛ-банк выдает льготные кредиты сельхоздеятелям уже на протяжении 25 лет. Однако совсем недавно на заседании Совета безопасности президент высказался по поводу того, что на самом деле фермерские кредиты выдаются бизнесменам, чиновникам и их родственникам. Весной я ездил по стране и увидел, что наши орошаемые земли не вспахиваются. Я поговорил со многими фермерами. Они рассказали, что нет ни денег, ни техники, ни семян, ни топлива. После этого полгода назад я поручил Счетной палате провести аудит и ревизию наших государственных банков. Выяснилось, что фермеры получают лишь 3% от выделяемых государством средств. Остальные 97% получают только бизнесмены, депутаты, министры, губернаторы и их близкие родственники. Кредиты по 6%. Мы, правительство, отдаем эти деньги для фермеров. 100% из них должны были получить именно они. Поэтому этот вопрос я поручаю вам, Камчебек Кадыршаевич. Узнайте, кому были выданы кредиты и почему они не доходили до фермеров. Не исключено, что на 15-20% вина лежит на бизнесменах, потому что даже путем переговоров и взяток они не смогли бы получить кредиты по 6%. Обязательно 4% дали банкам в качестве шапки. Но не надо винить бизнесменов. Это уже случилось. Выясните, почему кредиты не выдавались фермерам. Мы не говорим, что бизнесмены не получали деньги. Однако деньги, выделяемые фермерам, вплоть до каждого сома должны получать именно они. С 1 января следующего года, если куда-то уйдет хоть один сом, наказание будет жестким. Кстати, по данному вопросу Госкомитет национальной безопасности уже проводит расследование. А в АИЛ-банке тем временем отмечают, что у финансового учреждения есть множество видов кредитования. Тем не менее, и они проводят свое расследование. Конечно, как и в любом другом банке, у нас есть своя система внутренней экономической безопасности, есть внутренний аудит, который проверяет по всем филиалам, выявляет факты целевого и нецелевого использования денежных средств. Поэтому мы по таким моментам реагируем. Там, если мы находим клиентов, что они взяли не по целевому назначению, там процентная ставка повышается до уровня рыночной, автоматически заемщики. Такие случаи в АИЛ-банке были, мы тоже сами выявляли, в этом отношении прорабатываем. Ну, кроме того, каждый филиал или точка, которая выдала этот кредит, оно в должностных инструкциях прописано, что она должна мониторить этот кредит. Кстати, единственным акционером АИЛ-банка является государство, которому принадлежит 100% акций. 3 декабря на внеочередном собрании акционеров было принято решение о докапитализации банка на 2,5 миллиарда сомов. Для нашего банка это такое вот на самом деле огромное событие, потому что докапитализация в размере 2,5 миллиардов позволит решать очень многие вопросы. Мы, как государственный банк со 100% долей государства, хотим в своей стране играть такую ключевую роль в развитии экономики страны. Если мы станем крупным банком, мы понимаем, что у каждого государства есть крупный банк, может быть даже банк развития, который очень существенно повлиял бы на экономику, потому что без сильной банковской системы невозможно в капиталистическом мире развить экономику. Поэтому первые шаги в этом направлении в этом году были сделаны. В таком объеме докапитализацию в АИЛ-банке доселе не проводили. А теперь с увеличенным уставным капиталом в более 6 миллиардов сомов банк сможет выдавать больше льготных кредитов для фермеров и представителей агробизнеса. На сегодня АИЛ-банк выдал кредитов на сумму 12 миллиардов 174 миллиона сомов. Это за 11 месяцев текущего года. Их получили 46 тысяч кыргызстанцев. Из них 4,5 миллиарда выдано в сектор сельского хозяйства. Получили 8800 заемщиков. Кроме того, были выданы микрокредиты на сумму 3,5 миллиарда, которые получили свыше 31 тысячи граждан. Мы надеемся, что будем только увеличивать количество выдаваемых льготных кредитов фермерам и в
целом сектору сельского хозяйства. На сегодня Айылбанк имеет 37 филиалов, 60 сберегательных и 21 выездную кассу. Кроме того, для удобства фермеров из регионов у банка также есть 25 региональных и 30 сельских кредитных подразделений в отдаленных селах. Несмотря на то, что в 2020 году финансово-кредитное учреждение получило чистую прибыль в размере 96 миллионов сомов, Айылбанк планирует выйти на 200 миллионов сомов чистой прибыли по итогам текущего года. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, Пирамида.